Сёння Радыё Марыя наведала мястэчка Палачаны, якое знаходзіцца ў 13 кіламетрах на паўднёвы захад ад Маладзечна. Мы прыехалі ў госці да спадара Рамуальда, які спрычыніўся да аднаўлення святыняў, рэстаўрацыі, а зрэдку і нават новастварэнні касцёльных алтароў, прычым зроблена гэта ўсё ягонымі рукамі. Як пяшчотна апісвае яго ўнучка, вечны міністрант і анёл пры жыцці, спадар Рамуальд часта тэлефануе на супольныя малітвы да радыё. А ў гэтым відэа вы зможаце паглыбіць сваё знаёмства з ім. Гаспадар Рамуальд, а дзе вы нарадзіліся? Вось тут, у Палачанах? Тут у Палачанах. У гэтай самай хаце? Ну, хата была другая, старая, вот, это самое. Вот, это... У нас только было у мати двоих, это самое. Брат старший 8, он на 8 годов старейший за меня, он уже в святой памяти. Вот. Ну, и я раз это самое. То бок два дзіцёнка ў сям'і. Прошу? То бок два дзіцёнка ў сям'і. Вы і ваш брат? Да. Ой, ну гэта рэдкасць для вясковых. Бо звычайна па 8, па 9 дзяцей. Ну, справа в тым, што маці тады ў той час захварэла на пацемненне лёгкіх. И она просто побоялась, что это самое. А батька працаваў на хозяйстве, як говорится, свою землю мелі всё. Вот. А як? А ваши бацькі, яны, атрымліваецца, былі веруючымі? Так, бацькі веруючымі, потому что, ну, привели и эту веру и мне. Как говорится, с маленства самое. Вот мать рассказывала, у нас тут был костел Святого Роха, 2 километры от Гетуль, у Оборку. И рассказывала, як это было пригожо в этом костеле, який он там, який вигляд мав, якое все. Образ Святого Роха там был. Вот. Ну и это мне так было надто у души. Нечто такое запало, что мне так хотелось это все бачить. А я, правда, быў ще, ну, як костел был, так мне было, может, там годы 3-4, вот, так я в костеле. Но я так это совсем слабо помню. Вот, тут пилигримки были такие, как у Буслов. И приезжали люди сдалека и на много дней, на 3 дня. Вот сюда? У Оборок. Ага, у Оборок. Вот. Вот, и мне запало это в сердце, так что, и думаю, вот як я счастливый брат, был министрантом, послуговал малый, вот, а я не дожил, не был такого счастья не бил. А любовь, что провид, Боженька так дал мне дожить, что я дочекал таких часов, вот, что стали обновлять костелы. Ну и мне, а Боженька знає кожного чоловіка душу його мари. І як я хотів теж, щоб колись обновити костел гэтый. А то атрымліваецца, давайте перапынімся трошки, гэта на вашай памяці гэты касцёл Святого Роха і раскідалі. Так, і яны зрабілі склад для збожжа, вот, а после хотели яго адрамантаваць, вот, і не дали адрамантаваць, потом дах был гонтай крыты, стал притекать, колхоз не стал робить там ничего, и так он стал разваливаться, гнить. Вот, ну и все, и это самое. Ну а тогда, як стало полепшение уже часов, стали думать, як организовать свой костел и свою парафию. Вот, ну так, Боженька, так, як говорится, мы являемся инструментом в ягоных руках. Вот. И он дал мне такой шанс. Вот. Ну так. Пойти тою дорогу, якую нам, може, не такой дорогой я пошел, потому что был спочатку, скілявся до этой дороги, был и веру в этих и шаптухам всяким, и всяго это самое. Ой, ну про гэта мы так само поразмаўляем. Вот. Ну и что робить, это самое. Тут стали организовывать парафию. Уже был Эдмунд Довгилович, тут пробовавшим в Молодечне. Ну и он это самое говорит, давай, бери на себе эту работу. Вот. Ну, стали собирать списки, все. Тогда я ездил сам уже в Минске, в Молодечне, это самое.
Вот. Ну і дякую Боженьку, організували парафію. Тоді в колхозі стали просити обновлять костел туди далеко, 2 кілометри, думаємо, вже туди дорога була вже справлена, туди вже в автобуси нічого не ходило на цю дорогу. Ну і вирішили где-то тут робити. Тоді освободилось це здання бывшей конторы колхоза, где теперь костел. Вот. Ну и все, и это самое, стали на собрании просить это, колхозным, дайте нам это самое. Были представники из Минска, с области. Вот. Ну и они позволили, потому что здание пустовало, стояло без нагляду. Хотя оно там было складено с всякого. Ну, со сміття, да, вот. я так розумію. Ну и все, и так оно пошло. Вот, а это самое, давай просите, как бы это самое, отдали уже, молиться, чтобы можно было, разрешили. Вот. Ну, тоже поехал в это самое, у Минск, там мы позволили. Вот. А тут был такой, что для православных налог на землю и на это был совсем малый. А католики, это самое, в 5 разов больше это самое налог. Вот. Я тогда сажусь и пишу письмо Лукашенку. Это який год, орієнтировочно? Это 90-й год где-то. Может... 93-й, 4-й? Нет, 93-й, 4-й, так. Вот. Пишу письмо. Скажите, коли ласка, какая разница? Поміж женщиной, которая 40 годов отпрацевала в колхозе разом с православными, а теперь я повинна платить налог столько разов. Ну, 5 разов больше. 5 разов больше. Про 2 недели приходит ответ мне, что ваш вопрос рассмотрен на коллегии в министерство, там не знаю точно, но рассмотрен, и это самое, налог стал одинаковый, как вы православные. Да, то бы их разъедили? Так. За вашего листа. Вот. Ну и все, и это самое, и стали мы тут уже робить костел, уже настояще молиться. Ну, часово там уже. Тоді думаємо, що треба ж зробити, як сказати, ремонт этой самой. Тут стали собирать гроши, все. Вот. Ну, а тоді давай это самое, когда робить ремонт, это шалевка была, костел. Мы хотели просто обложить цеглой его. Это будинок колгасний. Да, зробити фундамент і обложити цеглою. Ну, як ми шалівку дорвали, так там дерева було где-то метри по 2, по 3, таке, з таких кончуров зложений був. Это костел Святого Роха. Ви про його кажете з дерева? Ні, про цей костел, уже, который контору отдали. Про это. Вот. Ну что ж, давай это самое, обращаться в райисполком. А там в райисполкоме працевала женщина Люция. Такая, она католичка, все. Я поехал, и она говорила, знаешь что, говорит, это самое, давайте это самое, ну, подготавливайте фундамент, все это самое. Ну, тогда мы стали советоваться между собой, тут парафияне, и говорим, знаешь что, давай мы это здание, фундамент уже заложили, хороший, все, мощный, до 2 метра глубиной, вот. Давай мы его будем разбирать. А уже гроши собрали, что можем купить блоки. И тем более, а еще нам была помощь от Реновабис с Германии. Вот это самое. Ну все, помощь есть. Мы давай с блоком будем робить. Вот. Ну все, это самое, развалили этот костел полностью. Приезжаю с райисполкома, и эта Люция глянула, за голову взялась. Что вы наробили? А она не ведала, что вы? Не ведала, мы ничего не сказали.
Я говорю, вы повел там, где яны зложеныя канчуры, а там ж парахня зусім. Вот, и она поглядела, так. Я говорю, так мы же сказали, что люди могут, погинуть люди. Обвалиться, коли что. Так, знаете что? Только каб хутка зрабілі. Вот. Ну, что? То бок термин задали, Да, работайте. ну, так, я не устанавливала термин, но это самое. Ну, и стали шукать работников. Работников-то особо нема, нигде что таких не было. Вясковые мужики, Не. магчыма. Нет, тут вясковых нікога? особо таких не было майстров. Ну, все это самое, тогда ксёнц уже был уже у нас это Сергей Бараўнёў. Вот. И он тут по своих, як сказать, связях связался. Ну, и приехали люди с Полоцка. Вот, с города. Ну, и стали они ложить это самое. Мы тут уже вяскоўцы, это молодежь организовывал. Им, конечно, гроши собирали, по 3 рубли ему день давал. Вот. И они тут помогали это самое. Все. Мы хутко заложили стены. Вот. И остальное там уже стали накрывать. Все это самое. Все. Ну, дякую. А наконт унутранага ўбранства касцёла. Нам сказали, что вы малюеце абразы самі і дапамагалі пры стварэнні алтару. Ці гэта праўда? Вось на Так. прыкладзе палачанскага касцёла. Як гэта пачалося агулам? Ці вы вучыліся дзесьці адмыслова або самі пад натхненнем? Я, говорится, нигде не учился, но боженька учил. Понимаете? Все Бог дает. Только проси. Я стали, як ездили, мы тут не было у нас костёла, ездили у Красная. Вот. Так, адзіны касцёл, які працаваў падчас Савецкага Саюза. Ну и я там, а он тоже был там, так сказать, сверху там был заброшенный. Вежа там была голубятня зроблена, все. И мы ездили туда, чистили, працавали, все. Ну и ксёнз Эдмунд, это самое, так сказать, за этим глядел, как это еще робится, и видел, что у меня понятие такое есть, да, это самое. Ну и он тогда говорит, вы знаете, что вот есть парафии там, такие, такая там, допустим, вот треба там что-то помогче поехать, сказать. Ну, я так туда и поехал, поглядел, там поглядел, это самое, тоже подсказал. И вот, ну, знаете, ну, рука Божия. Ну, с подсказок народилось мастерство. Ну, и стал заниматься вот у Вилейки, у Вилейцы, там был уже не музей, а там для концертов организованных. Дом культуры. Дом культуры, да, типа, вот. Ага. Вот. Ну, и когда як ездили мы по костелах, и мы заехали сюда, вот в Вилейку, костел, и я стою в бабинце, гляжу и думаю, боженька, каб мне дал такой шанс, каб тут алтарик зарабить. То бок той прыгажэзны алтар, які цяпер стаіць у Вілейцы, вот. Рабілі вы? Так. Вот, и вы знаете, что прошло, ну, сколько, может, месяца 2-3, там женщины взялись, это самое, этих райисполковских начальников оттуда, я говорю, у ковры закатали и вынесли. Было такое, с самого начала. Обалдеть. Так. Ну и все, это самое. Ксёнз Эдмунд говорит, ну что, займися. А я тогда працаваў на мебельной фабрице. То бок з дрэвам, з дрэваапрацоўкай. Ну и все, что робить, это самое. Пошел до директора, давай просить, поможи, там это фанеру за дубом заглицевать, там еще твое, все. Ну и он мне позволял. Тогда я уволился с фабрики. Вот, уволился с фабрики, вот. Это я на спутник уже робил, это я со спутника. А, у іншым заводе. Там радиозавод был. Я уволился с этого завода и пошел працаваць в костел. Вот, 2 года я гэты алтар. Ну, потихоньку, знаете, станков особых не было, у меня один станок только. Ну и потиху я это зрабил. Вот. Ну, все.
Алтарь, у меня даже здымок есть там на кухне висеть, это алтара. Вот. Ну, мы покажем потом на Вот. камеру. Тады после этого стали тут организовываться костелы. Свой костел, тоже ёсць малюнак, это самое, что я зрабіў эскіз этой. Тады Березинскую это алтарь, все это тоже рабіў. Пасля з церквы усхожего иконостас рабіць. Тоже до мяне батюшка приехал. Нават у церкві працавалі? Я это иконостас зрабіў рызныя царские ворота. Так, царские брамы. Вот, все. Вот. У Куранцы начало, а церковь тоже там было разрушено, так тоже иконостас основу все это подготавливал. Пасля, боже мой, где еще забылся уже даже. Ну, тут столько месяцаў. Рудзенск, теперь костел вот тоже недавно, что там же открылся. Вот, знакомый ксёндз, который тут працаваў у Маладэшне. Вот, гэты говорит, поможи там тое и тое зрабіць тоже. Ага. Ну, все это самое, давай, это вот, и тоже, и алтарь самое, и он привез табернакль с Польши, такие, ну, там не с Польши, мусить, с Германии, то есть, вот. Так я его доделал, он металличный, але там я его все внутри зрабіў. Вот. И резное, там резьба, вся это все. Тады деякие рамы, образы, это все моя работа была. Вот так вот. Ну, костёлов много. Альковичи, ксёндз Эдмунд мне говорит, Альковичи, это самое, костёл разваленный, вежа сгорела, там еще, у меня тоже есть фотография, это костёл, я могу показать. Ага. Вот. И это самое, треба было вежу и крышу, и страху рабить, все. Ну и я тоже без разработки уже, чтобы не на работе, давай там рабить. Собрали бригаду, люди из Минска, там созвали из Маладэшна, люди были. Ну, где-то нас было 7 человек. Ну, а я уже как самое, руководитель это был. Ну, и самое, за лето мы его накрыли. Вежу, а там была вежа ранее, зруб деревянный. А сам костёл мураваны? Сам костёл мураваны. Он подобен на костёл Красненский. Вот такого, только типа, без мураванной вежи. Ну, вот. И этот, мы взяли его, это самое, як вежу рабить. И вы знаете, что я, говорится, боженька, тогда я всегда, мне мысль приходила, як что зрабить, всегда ночью. В 4 часы прочинаюся, и сразу я, як бы мне кто говорит, я представляю. То бок вы загадзя ведалі, як будзе выглядаць той ці іншы ваш выраб? Я не загадзя ведаю, але в той момент вот трэба рабіць тое, як мне зрабіць? Я особо тады так до Бога не обращаўся, але вот так думаю сразу, но Божья ласка на это, вы знаете, Божья хвала. Вот. И я одразу это вижу, як я рабіць. Вот эту вежу, чтобы зрабіць, мы внутри у вежи поставили 4 стропилины. А верх, сам конус, зрабілі тут на низу, но он легкий таки зрабілі его. И мы его краном подняли. Ну, у нас был свой кран, мы достали, это пионер называемый, такой маленький кран. Вот, достали туда на вежу, вот, и тады уже замацавали на гэтые самые, на стропилы гэтые 4, и домкратами поднимать, приспособы, и домкратами поднимать эту вежу. И на только это самое стропил и самый вершок. Вот. И за 4 дни мы его это подняли. Это. Вот. Был такой случай, что приехал я на выходный до дому, и чую ночью, такая бура. Думаю, что робить? Каб вежа не свалилась. Ну, каб вежа, а мы уже подняли ее, там где-то осталось, может, 1,5 метра, там, как на стены поставить. И вы знаете,
Не могу это самое, это вот был телефон тут у комбинате, я пошел, раньше позвонил, туда их телефон знал, звоню, говорю, скажите, поглядите, ти стоит там вежа, это что мы подняли. И они говорят, нема, не видим. Вы знаете, все оборвалось. Сердцу пятки. Я на машину, жонка говорит, я тебя одного не пощу в таким расстройстве. Собрались и поехали туда. Приезжаем, вежа стоит. Пытаюсь, что такое, что вы мне солгали так? Я не говорю, а что мы солгали, мы ничего не сказали. У нас туман был, мы ничего не видели. Гэта ж надо. Вы представляете? Якая палёгка прийшла, коли ви приїхали назад і побачили вежу? Мы это вежу установили, и стали в общем, это стропилы развели на стены, и стали обшивать уже досками, все это самое. Вот так вот. А тогда там свод был проломанный, и свод с кирпича сложили, все. Вот такие довели это самое. То бок падчас Савецкага Саюза вы былі тым чалавекам, які не даваў разбирацца занядбаным касцёлам. Так, это... Боже, мои вы дороженьки, это Божий провід. Я ничего не скажу, что, это Божья рука. Я просто был инструментом, он все руководил. Вот. И я теперь, вы знаете, просто не могу вам... Вот хочу, я не знаю, как вам сказать сведчение, рассказать такое, какое со мной было. Годов 10, где-то тому назад, у меня было такое давление, в общем, подскакивало. Вот. Что робить, это самое. Пьешь лекарства, это всякие давления, все, тут и кишечник расстроишь, и то, и все, и чувствуешь, что это самое. Начал таблетки, полное кишение таблеток это с собой. И одна ночь пошел в костел, уже в наш этот костел уже был, вот, пошел в костел, там и как раз до колят тоже приготовливать, нет, до Великодня приготовлять, ставить это самое украшение все. И раптом мне стало благо. Так благо чувствую, что еще блестить, такой блеск, как фольгой покрыто все в очах, и так дурно. И на той случай нема ни одной таблетки в кармане, ни валидола, ничего. Беру я ружанец, говорю, Боженька, будь воля твоя. Если тебе потребно, забери меня тогда. А если нет, позволь мне помолиться. И отговариваю я ружанец. Отговариваю я ружанец целую 10 час, это 5 часок. И раптом у меня кто-то свет уключил у костеля. Ясно стало. И после того я забылся про тонометр, забылся про таблетки. Вы поверите, что так мне было легко. Вот я от того часу, я говорю, что годов 10, может, прошло так, уже не помню точно это. Буквально месяц тому назад поднимаюсь раницою, чувствую благо. Звоню дочке, говорю, знаешь что? Так мне нечто благо. И она, что ты там терпишь, что ты там придуриваешься? Бери там, вызывай скорую, бери таблетки от давления, мери тонометр. Я взял, позвонил в скорую. Приехали скорые, правда, целый час они ехали из Молодечно. Приезжают, врач, и фельдшер, и ученица, молодая девчинка. Врач померил давление, говорю, 140 на 90, на ваш возраст, говорю, нормально. Я взял валидол уже перед этим и таблетки от давления. Сказал я, не вкладывать уколы, это практиканта мне колола, пробила вену. Синяк был великий, напомню. Всю руку. Все. Прошло, мучить это самое,
и не забрали на меня, я остался дома, все, ну, стал ходить. Прошло, может, дни, ну, недели прошло. Опять мне благо. Знов, ну що робити? Твой, дочка говорить, твой донометр нечто барахлить, иди позови сестры. Сестра тут где-то 200 метров живет. У нее тонометр, хай померяй. Пришла она, померила до мерения, у меня 170 на 55. Ой, Вот. дрянно. И поэтому я дрянно чувствую. Вот. Ну, все. Это телефон? Да. Вам зазвонил? Это самое. Я тоді говорю, почекай, говорю, зараз я те саме. Зараз я Таблетки? помірую ще раз, почекавши. Померла, почекавши мне, ну все, те саме. Опять давление. 170 на... Не, 165, але вже на 60. Ладно, добре. Прошло, думаю, ладно, вже таблетки взяв, буду. Ведаете, думаю, боженька, что мне робить, як мне это самое быть, тут доехать до врачей, до это что. И вы знаете, благо это свидетельство Алиции Лінчевської. І я, вона мені, так сказати, як денна книга, як Біблія говорить. Я открываю эту книгу, и мне открывается сторонка, 82-я, як тепер помню. И пан Єсус говорить, там до Алиции Лінчевської, но я знаю, что это он говорит мне. Вот. Твой довер падає. Бережи свой довер. Як зеницу ока, там на русском пишет, як зеницу ока. Без ока ты жить будешь, а без веры помрешь, хоть будешь жить, ходить по земле. И мне сразу тюк в голову. Думаю, боженька, пробачь мне, что я так отдался тебе. Не отдался тебе, а что я сразу кинулся в этой роспачи. Вот. И вот после этого теперь я так, а там у книзі теж, кожну хвилину звертайся до мене. Ідеш кудись, що ти хочеш робити, не будь самоуверен, потому что ты ничего не стоишь, ты без меня пыл. Вот. Отдавайся мне, и отдавай эту справу мне в руки, я все зроблю. По этой книге уже. И вы знаете, теперь я только, як что-то со мной, вот даже выхожу на двор, Пане Боже, да поможи, мне ноги слабые, колени не держат, могу упасть. Подтримай меня. Вот даже оступлюсь, бываю, чуть-чуть чую, что як меня тримається. И вот таких случаев теперь много. Даже сегодня поднялся раницей, и это самое господарня позвонила была несколько дней тому назад. Мне такое волнение подскочило, я думаю, як же тут зробити, як тут все, это было досконало. Вот. Тогда думаю, боженька, ты ж мне сказал, звертайся до меня, боженька, отдаю тебе это мое волнение, отдаю тебе все. Роби так, как ты хочешь. И теперь вы знаете, что так мне легко всегда. Як только что, я, боженька, отдаю тебе в руки, ты все зробишь. Какие вот спокусы бывают, тоже говорю, боженька, только ты, пан Єсус, ти всемогутний, ти створив і мене, і в эту землю, і все, і ти всім руководиш. Довіряюся тобі. Тепер, без хвилювання. Дякую Богу. От і сьогодні благо стало. Я знову піднімаюся. Боженька, я не знаю, ти створив мене, що мені тут робиться? Чи в мене давлення, що? Ти мій доктор, і знахар, і лікар, і все віддаю тобі. Ну, буквально 3 минуты пройдя, и становится легко все. Вот так. Господар Ромуальд, ви приклад втілення Божої ласки.
Тут Так. нам Тут власні дуже речі. передали ось фотоздимок і питання, які цікавлять їх. Ну, просто поглядіть. Ну так, глядзіце, тут у вас стаяў фотаздымак, дзе, я так разумею, гэта вы, Так, а гэта... папіж Ян Павел II. Апішыце гэтую сустрэчу, як вы туды агулам патрапілі? Гэта было, ну, это, не помню, 96-м, якім 97-м, не помню точных гадоў уже. І калі я стаў працаваць па касцёлах, ксёндз Эдмунд говорит, я табе, говорит, узнагародзіць асоба платы, там якая ж была, что люди соберут там капельку, это сам. Ну, Я так, тебе ещё на это ахвяраванне. самое, знаешь что, возьму тебе, собирается детей везти у Ватикан, у Италию на лечение и обследование. Поехали Со всей Беларуси. Я тебе возьму, як сопровождающая с детей этих, как воспитателя. Вот. Ну и собрал тут у нас тех, которые мы были отданы костелу, так сказать. Вот этих уже людей, которые были и меня разом. Ну и поехали в Италию. Жили мы у места Чезенатика. Вот. Там другий здымок есть, целое 300 человек детей. На сустрэчы з папам? Да, там все были там на встрече с папом. Вот. Это мы летели 2 самолетами. Специально выделили І самолет. гэта ўсё беларускія дзеці. Это все белорусские дети, со всей Беларуси. Тут из Чернобыля, душевля. Где такие тяжелые зоны были сильно поражены этим радиацией. Вот, это их возили туда на обследование. І як прийшла сустрэча з папам рымскім? Ну, як пошла встреча, тогда, знаете, такое, что надо мной пановал злый дух. Много чего мешал в моем житті. Я, понимаете, даже одежду, даже не подумал одежду, якую мне одеть для папы, перед встречей для папы. Вот, одел белое все, а папе что белым во всем. Як я был? Вы знаете, что далее это самое кардинал Шока, это самое доводил нас до папежа. Вот. И мне так хотелось подойти до его папежу, поцеловать руку. Я там кимкнувся, а там на другим сімку Шока мяне у руку, як бы отпихая. Вось, на гэтым. Так, вот так, он руку, видите, вось. уперся рукой. Рукой Як бы отпихая мяне. Но я тут уже упал на колени перед ним. Вот. И он тут уже гэтым, як сказать, вышел с становища з гэтага. Вот так вот. Вы знаете, так злый дух людьми пануе. Так теперь особенно. Прошу людей, оговаривайте людей молиться только то, что нам потребно, те молитвы. Как не говорить там лишних слов, непотребных этих. Потому что много мы говорим, много. А того, что потребно. Пан Єсус не першоклассник. Он все разумеет. Он уже все, каждую мыслинку нашу знает. Что мы хотим. Мы не успеем подумать того, а пан Єсус знает уже, что нам треба. Вот. Ну, конечно, мы Божьей провиду не зразумеем того, что люди, которые хвореют тяжкими хворобами, которые маленькие детки, хвореют на онкологию, батькам тоже это тяжко зразуметь. Мы не можем разуметь это и не можем это, як сказать, докладно объяснить. Но только пан Єсус хоче, чтобы мы свое терпение, свое все долучали пану Єсусу. Ахвяровали все ему. Дальше вот в книге Алиции Линцевской он говорит, что когда есть поднесение тела моего, вот, вы глядите и долучаете свою офиару, своих терпений, долучаете до моего, а до моей офиары. Мне будет вельми приемно и легко. Вот. Потому что многие тогда начинают думать совсем другое. Вот. Отдавайте мне свое сердце и свою судьбу.
у гэты час. Спадар Рамуальд, у вас цудоўная пазіцыя наконт таго. Аднак як доўга вы да гэтага ішлі? І ці быў у вас калі-небудзь крызіс веры? Крызіс веры быў у мяне тады, як я ўсё ў моладасці, где-то гадоў мне было 27, 26, так. Вот, мне была неописуемая хвороба, заболевание кишечника. Вот. Врачи все, когда я езжу по всяких обследованиях, учудах, вот, не могли определить. Были выделения и крови, и гноя, живой гной с человека выходит. Вот. Меня добрые были врачи, так, добрые врачи, которые такие были грамотные, которые працевали в Минску, всюду. И вот, и они говорят, твоя хвороба неописуемая, неисследуемая. Говорю, такой хворобы еще у нас не спотыкалась. Вот, и они мне давали книги медицинские. Может, ты сам что найдешь в своей хворобе. Вот. И что вы думаете? Стал Поехали обращаться до знахаров. До знахаров. Был такой страшный, моцный такой знахар. Вот. Явно... Глубоким? Не, на Украине. Вот. Вот, их не помню, кто мне порадил это самое, и ездил я туда в это самое, выезжаю, допустим, в субботу, в пятницу вечером выезжаю, тогда целую ночь почти едем, и это самое, в субботу уже там его море людей, особенно Вильнюс, Литва, там большинство было, там... Сколько людей съезжалось? Съезжалось. Даже ксяндзы некоторые там, як говорится, поверили ему, там ему и стулу подарили, уже все это самое. Но он страшный человек такой был. Вот бере банку, катая, вот, и начая тебе, ему не треба говорить, и он тебе рассказывает, что тебе... Замовы промовляет. Не, он видел все это, говора. Это, ну, следух ему говора, все это. То же самое. Вот. И тут, и вот я кинулся до этого. Вот моя самый страшный упадок у веры. Вот. А як вы яго пражылі? Як вы зразумелі, што вы знаходзіцеся ў такой кропцы, што трэба вы знаете, адыходзіць? Что то самое, после того стало мне легче. Но я в то же самое время и ходил до костела. И вот я был такой Ян, ксёндз Ян тут у Красным. И я до его на споведь пошел, я стал говорить. И он говорит, як так и просто сказал, дурень ты, говорю. Говорю, запомни, что все ж у Бога, все в руках ягоны. Вот ты теперь, говорю, возьми, вот к тебе болит кишечник, возьми это самый йод, зроби ты сетку на животе, вот, наложи вот эту. Помолись, вот, молись ружанец поболее. Вы знаете, стал молиться, я говорю, вот, и так потихоньку и прошло. Тогда это самое, было такие случаи, это самое, тоже мне стало болеть, ну, это самое, мочекаменная болезнь. Вот, камни в мочевым пузыре. Гэта прыкладна ў той же перыяд? Не, это уже позднее, гадоў, может, 4-5 после того. Думаю, что робить, это самое тут, этот самый наш ксёндз своего соседа возил у Росі, это самое, Росі был у Гродненской. А, у Гродненской, так, Рось, докладно. Ой. Это я там побыл. Ну и все. Он меня туда свозил. Ну, я там, а там приезжала та самая сначала жанчина с Польши, это самая. И она это молилась, вот. Но я один раз ездил, другой раз ездил, это и письмо написал, писал свою болезнь, все. И
И так это ничего не, все равно так особо не помогало мне. Вот. Ну, операцию зробили мне операцию. Зробили операцию, выняли камни. Только, правда, то самое, з Вишнева возил воду, я себе пить воду. У Вишнева фигурка, Маті Божией, из-под фигурки. Это вы робили эту фигурку? Не. Это самое... Так, там крыница, вот. Я возил эту воду оттуда, брал и пил. И вот врачи мне сказали, у тебя 3 камня у мочевом пузыре. Вот. И я, может, недели 2 попивал этой воды. Вот. Тады, ну, такий мне приступ зробився, мне не дало направляться, все. Ну и все это самое, я пошел, решил на операцию идти. Пошел на операцию. Вот. Врач говорит, пойдем УЗИ зроблю еще раз, проверим. Перед самой операцией. Вот, взяв мене это саме, поставив на УЗИ, говорю, слухай, а чому тебе у справке пишет 3 камня, а я вижу только 1 большой и 1 малый? Я говорю, не знаю, я тут воды попивал, какой. Ладно, зробили операцию, достали мне камни, в руку положили. Держите. Нам ничего вашего не надо. После этого, во всех после операции быстро все восстанавливается. Все проходит, а у меня температура тримается. Ну что, врач говорит, она со временем пройдет. Это самое, выписываем, потому что всех повыписывали, а мне еще 2 недели после операции там тримали, что это самое. Вот, выписал. Тогда снова я чую, это самое, ксенз Сергей говорит, приезжая из, это самое, с Индии, ксенз, это экзорцист, говорит, до вас? Не, туда, Урось. 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 Вот. Там собирается много людей. Вот, так что это самое, собирайся, езди туда. Бо я сам теперь не могу поехать, говорю, самое. Ну все, я сажусь на это самое, на машину уже имел я, сажусь на машину и беру с собой это, дочку, там, ну, соседя кого, и поехал туда. А он же на английском говорит, все, там молится, все. А переводчик был узродный, это Александр такой. И это Александр переводил. Ну и, разумеется, теперь организуем для лечения хворых, выставили целый ряд кресел, там длинный такой, может, человек на 30, это самое. Вот. Ведомый ксенз. И лентой отгородили, вот. Ну, стою я чувствую, но у меня температура все равно она была невеликая, она 37, 37 ну, и самая 5. неприемная температура. Такая самая... Самая тяжкая для... Субфебральная, как называли колись. Вот. Ну, все это... Стою я каля стенки, каля костела, каля меня стоит молодый хлопец. Говорю, подошел меня, говорю, может, вы меня проведете? Это самое до того, как мне зайти, это, бо я не вижу, у меня зрение совсем плохое. Говорю. Это самое, дойти туда на это кресло. Это самое. Я говорю, ну добро. Веду, говорю, ну так осталось, может, 4 метри до этих креслов. Я говорю, ну вот тут проход да, есть, проход, иди. А сам чувствую, як мне у плечі хто пихає. Ну от настояще, чувствую, хто рукою. Я оглянувся, нікого нема. Далі іду. І знову говорю, вже осталося 2 метри. Да, ну проведіть мене, я ж не бачу. І знову чувствую, мене пхнуть у плечі. Опять я оглянувся. Приходжу до самой ленточки до этой. Вот, поднимаю ленточку, стоят 2 кресла, пустые, не занятые никем. Заходжу сам, и сам зашел, ну что же, заходжу, саджу его и сам сажуся. Сажуся, а у нас бейджики написаны, имя Рамуальд было написано, это самое. Ну, и это ксенз и ходя, и руки складаю. А я быстро так увидел, пришел, пошел. Вот, прошел. Помолился. И тогда говорю, идите все на свои места.
уже переводчик переводит. Пошли мы на свои места, и начинается мша. Во время мши, як отчитали Евангелие, начинает он называть имена и от якой хвороби виздоровлені. Той от той хвороби, той от той хвороби, той от той. А вас як? Тоді він говорить, вот ваше европейское имя такое некосложное, что я не смог его... Рассчитать? Нет, только Ром, вот. Вы оздоровлены от онкологической хворобы предстательной железы. Ці гэта ён сам сказаў? И он сам сказал, ну, переводчик вы перевел. Вот. Вы знаете, что приезжаю домой, температуры нема. Нормализовалась температура. Вот тогда я еще приезжал, это тоже индус, отец Джеймс, такие, вот. Его ж после Польши хотели там, в Германии, отравить хотели мусульмане. Отца Джеймса? Да. Гэтага? Да. Вот, но ему в самолете посунули кофе с этим самым... С отрутой. Вот. И тот самый, он выпил отруту, его сразу тут парализовало. Вот. Ну и после он это самое, але он сказал, что после компьютер был у меня, по компьютеру чую, говорю, что меня Бог спас и дал мне шанс еще спасать людей. Вот. Вот як. Такие случаи. Вот такие случаи в моей жизни были. Ваше жыццё складаецца з цудаў і размовы з Богом. Вы знаете, что только размова с Богом. Потому что молиться треба, но треба молиться так, как это самое, отдавать все Богу. Яке есть терпение, все оферовать Богу. Что ни было, все оферую тебе. Ну так, ваша унучка сказала, что вы ўсё сваё дзеянне і ахвяравалі на карысць касцёла. Так. То бок алтары рабілі, так. Абразы малявалі, спевы спявалі. І з папам рымскім пробіваліся. Это самое про свой костел, про Святого Роха. Это самое, я же, как только стала организовываться парафия, думаю, треба образ Святого Роха, а потому что в той час тяжкий наши парафиянки, женщины взяли, отнесли образ нашего святого, у нас был чудовный образ Святого Роха. Вот, куды ён потрапіў? Яны отнесли у Лебедева, в костел, был костел у Лебедева. А с костел, как там тоже стали закрывать, там был из музея, я забыл фамилию. Национальный музей, напевно, ездил. Ну, национальный. Наш Минский. Вот. Взял этот работник этого национального музея и отвез его в Минскую национальный музей. У фонда это. Ну, все, тут мы их с Сянцом Сергеем, как стали это уже костел наш, так сказать, уже реставрировать. Все. И он говорит, давай шукать образы эти. Куди ти звертався? Я говорю, туди. І він говорить, давай з'їздимо. Поїдемо в Національний музей. Ну, поїхали ми. Цілу дорогу 4 ружі, а поки доїхали, відговорили. Вот. 4 ружа. Приїхали в музей розмовляти з гэтым супрацоўнікам. Ну, приїхали в музей і говоримо, що де нам знайти работника музея, который заведует этими старыми иконами, которые... Ну и нам посоветовали, это самое, сказали. Мы там пошли уже другое здание, там рядышком было. У администрацию Национального музея, так. И что вам там сказали? Ну и эта женщина в приходе, и сидим мы так, это самое, в приходе эта женщина, которая заведует этими иконами всеми, вот. И мы пытаемся, говорю, мы шукаем образ Святого Роха. Вот. Як? Где, есть у вас, потому что знаем, что его передали до вас в музей. Я на сайте говорю, есть. Знаете что? Полегкая одразу. И не то, что полегкая. Я сразу на меня глянули, говорю, вам что, воды подать? Говорю, бо я бледный зарабился. И это самое, руки затрослись, и все это самое. Сён Сергей на меня говорит, не волнуйся, что вы ты?
Дык тады ксёндз Сергей говорыў, а ці можна нам паглядзець яго, памаліцца каля яго? Калі ласка, пашлі. Прыходзім. Мой ты святы Роху, які ж, вы знаете, это самое просто не рассказать, это самое, ну, уже время прошло, я у некой реставрации не отдавались, ничего. Ну и все. И это самое, давай мы с Сензом тут стали на колени и стали молиться. И она вышла, пока мы молились, тогда он берет фотоаппарат, и этот образ все по частям, по кусочкам фотографируя. Сфотографировал этот образ, и приезжаем мы домой. А я перед гэтым намаляваў, але у мяне, дзе тут, быў абраз святого Роха. Старинные гады. На ксёнджачка была, недзе дзеці прынялі, мусіць. Дзесьці, ну, пошукаем потым. Вот. И вы знаете, что я это по генному образику, ну там что, пачалі маляваць ад пачатку? Не, дык, слухайте, чорно по черно-белому, ничего там, не цвятов, ничего нема. Я свое, я ж як представлял, так я и намалявал. А тогда, як я приехал уже с этими фотографиями, на фотоаппарат он снял, я по гэтым фотографии, давай гэты ж взял, бо я зрабіў і чеканный оклад гэты, одежду такую, но я зрабіў с алюминия, там он был с латуней покрыт это самое. А тут я, ну, алюминий был, такие размеры. Ну, что было. Ну, я зрабіў это, стал маляваць это, все по новой. Все мне так атрымалася, маліўся, доўга маліўся, все просил Бога, даже афераваў пилигримку гэту, што ў Буцела ўхадзіў. Вось тую адзіную? Да, тую адзіную, каб хаця намаляваць, як гэты абраз святого Роха. Вот. Ну и вы знаете, что мне атрымалася, и я ж особо ніякай вучобы не меў ад гэтага художника. Вот, сам сейчас сабе, ну и намаляваў. И даже твар получился, ну точно, француз. И дзе цяпер можна пабачыць? У касцёле, у Палачанах. Вот. Ну и вот и все, это самое, так мы тады, а тады приехал бискуп Юрий Кособудский и освятил этот образ. Вот. Все, и теперь у нас. А ці той абраз першасны святого Роха, які зараз у Нацыянальным музеі, ці вы намагаліся яго неяк вернуць? Пыталіся, мы яго, нічога не далі нам. Сказали, гэта достояние, як говорится, культуры. Так. Вот. Только можем отдать его реставраторам на реставрации. И отдали реставраторам, яны его там разобрали по частям, и раптом тут пошла эта перестройка, стали реставрацию, в общем, там мы это все, не хватало им зарплаты. Ну, не там хватало грошей, не хватало рук, и они перестали заниматься. Ну так, это распаўсюджаная праблема. Вось як мы у Хоўхлава былі на рэстаўрацыі касцёла, там таксама цэнтральны абраз. Кстати, у Хоўхлава тоже на алтары тоже моя работа. Таксама ваша? Так. Уверху, вот як вы видели, там Геральдика Маці Божия, это самое. Так, Аве Мария, вот. Вот, это моя работа. Тады табернакл там я трохи реставрировал. И это алтарь весь полностью перемалевал по новой. Это самое. Это моя работа. Еще до этого все. Не теперь, это перед этой баш. Так. А это было, мусить, годов. Ну, да, годов, мусить, 10 тому назад. Это самое. Вы захапляльны, гаспадар Рамуальд. Я адмыслова звяртаў увагу са сваіх успамінаў. Калі была імша перад днём працы у валантэрстве, то я стаяў, гляджу на алтар, і вось геральдыка Маці Божай вось вока мне прыкавала. Я вось дакладна памятаю, што ад пачатку не зразумеў, што гэта, толькі потым расчытаў і вось запомніў эмоцыю з таго, а потым адразу працаваць. І на вечары зноўку стаіш. І вось чамусьці з усяго алтара, а ён у Хоўхлава, ну таксама не маленькі, вока прываблівала менавіта тая частка.
Які цесні. Можна я вам руку потисну? Господар Рамуальд, гэта... У мяне зараз і слова тут толком не знаходзіцца, які вялікі ўклад Бог унёс праз вас у наши костелы. Я з'являюсь инструментом. Я только инструмент. Все Бог сам робит. Я говорю, вот это самая такая молитва отца Джемса. Повешь пану свои дороги и зауфом вы, а он бы это сам делал. Вот. Аднак, ну, спадар Рамуальд, то правда, што мы ўсе інструменты, аднак тое, што вы знайшліся для гэтай мясцовасці, для палачану, агулам для Беларусі. Вось мне зараз, як дуже маленькому чалавечку параўнальна з вамі, бо 82-20 год, гэта ваш унёсак. Боженька нас при рождении, он зная наши души, которые он закладая. Я знаю наши души. Только мы, как все люди, что Боженька закладая, вот я говорю пане Ольге, как почитала на 400 странице, что Боженька говорит. Я закладаю в каждую душу тое, как я нашла моей дорогой. Только люди по спокусах, по всех войнах, по своих прихотях отдаляются от моей дороги. Я хочу, как все были бы такие, как я хочу, как вы были моими слугами и помощниками. Вот. И он для этого нас створил. А мы, ну, конечно, теперешнее действие сатаны. Самое страшное, особенно, как и он пишет в этой книге, самое последнее намагание сатаны, потом чувствуя свой конец. Свой конец чувствуя. Уже осталось, як говорится, як пан Иисус говорит там в этой книге, что последние капельки, песчинки часов Божьих упадают, что скоро придет гнев Божий. Но только пан Иисус говорит, что как более люди молились об навертании, которые самохоть идут на погубу. Как они не думали просто о теперешних прихотях и похотях. Просим здоровья, здоровья, здоровья. А про вечность и про тех людей, которые не молятся, мы забываем. Мы должны молиться за их. Мы оферовать свое терпение, оферовать это, помогать Богу, как тысячи людей спасти. Потому что, глядите, весь свет обманованный злом. Вот. Я только одно говорю, что вот эта запись, вот это все, но я не хочу лечить себя, это не беру на себе. Я просто прошу уговаривать людей, как они послухали Божие Слово, что Бог хочет. Як он говорит про Залицу Ильичевскую, я хочу, как про себе и про этих людей, которые этому поверят, пришла моя вера до этих людей, которые идут на погубу. Господар Рамуальд, мне падаецца, вы з'яўляецеся прыкладам для іншых. Касцёл будуецца не дзесьці з матэрыялаў, не дзесьці з блокаў, з дрэва, з чагосьці яшчэ, а касцёл ад пачатку будуецца ў душы, а потым праз уздзеянне Бога, праз вашы рукі, ён пераходзіць ужо ў рэчаіснасць. І мне дуже хочется запытацца, як вы уяўляеце сабе свой унутраны касцёл? Вы знаете что? За последнее время, за последние часы, последние даже дни, я почувствовал, что внутри у меня мой костел обновился. Обновился. Я это уже, это самое. И вы знаете, что мне теперь не стало страшно. Раньше я так боялся. Ой, как, хотя не померьте, ай, как, хотя не захвореть. А все. Теперь я согласен. Хоть сию минуту. Если Богу это потребно, если Бог считает это потребным, как я не упал у страшный грех, нехай забирает теперь. Потому что Бог веры говорил, ой, молодый помер. Бог знает, что этот человек мог бы праз некоторый час, и он стал страшным грешником. Может, стал бы супротивником против Бога. Поэтому он забирает. Вот. Потому что он спасает, и хочет, чтобы все были спасены. Господар Рамуальд, а скажите, а костёл это по-мужчинску? Костёл?
як це розуміти мне? Ну ось, у нас програма «Гэта по-мужчынску». Так. Ось, і як би ви сказали, касцёл для вас гэта по-мужчынску ці агулам? Ці як? Ось у нас такое жартоўлівае пытанне ўжо болей. По-мужчынску. По-мужчынску. Дзякую вам, Рамуальд, за такую прыемную. Дзякую вам, што палічылі гэтым патрэбным. Яшчэ раз. Можна вас абняць? Ой. Ой. Дзякую вам. Нехай вас Боженька благословляе, каб вы ніколі не пакінулі Бога і не забылі пра яго. Дзякуй.